Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», в студии Светлана Кадырова. Итак, для чего молодоженам сертификат молодожена? Почему после ЗАГСа молодых людей сразу же ждут у врача? И насколько важно и нужно сразу же позаботиться о рождении ребенка? Сегодня на эти темы мы разговариваем с нашей замечательной гостьей. Фирая Сабирова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан. Рада вас видеть. Здравствуйте. Итак, что такое сертификат молодоженов? Ну, вроде бы сходили люди в ЗАГС, получили уже документ, что семья, фамилия взята, а тут им предлагают получить, причем бесплатно, сертификат молодоженов. Что это, для чего это и какие заложены смыслы? Давайте я чуть предысторию расскажу, почему вообще появилась такая идея сертификата. Когда, значит, статистика абортов предполагает, что туда складываются считаются все аборты, все прерывания беременности. И когда мы начали изучать эту статистику, оказалось, что если у нас в республике делается примерно 12 тысяч абортов, то из них только половина – это аборты по желанию. Остальные аборты – это прерывание беременности по различным медицинским показаниям. И мы стали задумываться над тем, почему это происходит. А происходит это потому, что, к сожалению, к беременности очень мало женщин готовятся. То есть, как правило, даже если есть желание забеременеть, это происходит достаточно спонтанно. И вот это как раз неподготовленные беременности, они дают вот такой вот результат, как выкидыши, неразвивающиеся и замершие беременности. И мы, медики, прекрасно знаем, что для этого нужно делать. Для этого нужно заниматься то, что называется прегравидарной подготовкой. То есть подготовка перед беременностью. Причем она должна начинаться за 3 месяца до зачатия. Но по жизни получается немножко по-другому. Акушер-гинеколог видит женщину уже беременную. То есть она пришла, уже у нее там 7-8 недель беременности. Да, она хочет эту беременность пролонгировать, рожать ребенка. Мы начинаем обследовать, значит, все анализы, все специалисты смежные. И в результате выясняются какие-то проблемы, которые потом как раз и приводят к тому, что беременность становится беременностью проблемной, а иногда и беременностью высокой степени риска. Так вот, сертификат молодоженов – это возможность, ну, как мы говорим, увидеть этих женщин до того, как они забеременеют. И когда мы рассказываем молодым людям, которые вступают в брак, для чего это нужно для того, чтобы определить свой, ну, скажем так, репродуктивный потенциал и понять, насколько предстоящая беременность будет здоровой и что нужно сделать для того, чтобы она была здоровой. Сертификат предполагает обследование женщины и мужчины. Для женщины это, безусловно, как раз обследование, которое выявит в первую очередь скрытые инфекции, что чаще всего становится причиной вот этих неразвивающихся беременностей. Обязательно осматриваться на УЗИ, то есть могут быть какие-то выявлены вплоть до того, что аномалии какого-то развития. И, безусловно, расписывается вот это как раз предгравидарная подготовка. Когда я рассказываю молодоженам об этом сертификате, я вижу в глазах очень разные реакции, и кто-то сидит, и я им об этом говорю, что да, вы думаете, наверное, нам пока беременность не нужна. Но это тоже все равно повод для того, чтобы прийти к врачу, потому что как раз это вот та половина абортов, которые делаются по желанию. И мы с такими женщинами разговариваем о контрацепции, потому что контрацепция – это тоже достаточно индивидуальная такая вещь, скажем, что нужно подбирать тот, который контрацептив подходит, будет эффективен. И когда женщина приходит по сертификату, мы как раз говорим об этом. То есть одной группе женщин, которые планируют беременность, мы рассказываем, как подготовиться, а другой группе женщин, которые пока не планируют, мы подбираем контрацептивы. Но есть еще третий момент в сертификате, он касается и женщин, и мужчин. Я не сказала, может быть, что сертификат предполагает обследование мужчин тоже. Причем оно достаточно такое углубленное в том плане, что мы можем выявить какие-то факторы, которые могут привести к бесплодию. Мы вот обсуждаем с вами часто, что сейчас мужское бесплодие, оно растет, и, к сожалению, иногда мужчина, когда приходит, мы видим, что уже есть бесплодие, а если бы это было бы чуть раньше, если бы мы чуть раньше с ним встретились, то мы могли бы, возможно, предотвратить это бесплодие. Так вот, сертификат молодоженов дает возможность пройти вот такое предварительное обследование и выявить в том числе факторы, которые могут привести к бесплодию. Причем и как у женщин, так и у мужчин.
Но сертификат действует почти, программа, да, выдачи сертификата около года? Мы сейчас говорим о том, что это сертификат, то есть после того, как молодожены получают его, они в течение года могут прийти. Понятно, что когда они получают этот сертификат, это свадьба, это совершенно другие как бы хлопоты, и я им тоже об этом говорю, что сейчас, вот завтра, послезавтра вы, конечно, не пойдете, но когда уже все уляжется, и вы начнете вместе строить какие-то планы, то лучше в эти планы включить как раз прием врача. Сколько уже, в принципе, пар воспользовались сертификатом молодоженов? И, ну, есть ли какая-то статистика, действительно, надо ли им было к врачу? Вот. Ну, мы начали этот проект в прошлом году в октябре. Вот на сегодняшний день это порядка 200 пар. Статистика есть, да. Мы как раз весной делали свою конференцию, посчитали такие предварительные результаты. У нас получилось, что, во-первых, что нас порадовало, что вот из тех, кто пришли, почти 80% планируют ребенка. И это радует, потому что, когда мы начинаем говорить о демографии, нам кажется, что они не хотят рожать, они хотят рожать. И мы с ними говорим о прегравидарной подготовке. Но что нас расстраивает, что почти 70% женщин в основном требуют более глубокого дообследования. То есть нужна консультация еще другого специалиста. Очень много патологий щитовидной железы, поскольку у нас эндемичный район в республике. А это очень важно, потому что функция щитовидной железы во время беременности очень много скрытого гипотиреоза. То есть пока мы не посмотрим анализы, женщина может не ощущать, что у нее есть. Но когда наступит беременность, это все может сказаться, потому что к щитовидной железе, собственно, как всем органам во время беременности повышены, скажем так, требования. Поэтому патология выявляется, к сожалению. А какие патологии у мужчин выявляются, если у женщин больше проблем у с мужчин щитовидкой? это может быть варикоцелия, например. То есть это заболевание, которое, в принципе, если им не заниматься, оно впоследствии может привести просто к проблемам и доставлять неудобства с точки зрения просто ощущений и проблем со здоровьем. Но при этом это может влиять на сперматогенез. То есть инфекции в основном. То есть когда мы смотрим, у мужчин мы тоже смотрим инфекции, делаем УЗИ, смотрим спермограмму. И, конечно, вот таким ключевым это будет спермограмма. То есть хотя бы то, что мы можем определить как репродуктивный потенциал. Я же правильно понимаю, врач или вы приходите не в ЗАГС, да, не на саму церемонию вручать сертификат? Нет. Каким образом происходит? Как его получить? Возможно, многие еще об этом и не знают, либо им рекомендуют в ЗАГСе. Как это происходит? Это очень интересная получилась история, когда мы вообще задумали сертификат. Мы очень плотно общались с управлением ЗАГС, и, как я себе представляла, вот они приходят подавать заявление, мы этот сертификат вручаем. Оказалось, что в нашем мире все теперь цифровизация сплошная, и это заявление подается через госуслуги, поэтому мы их не видим. Мы сейчас прорабатываем вопрос, я думаю, что вот в ближайшее время он решится, это чтобы при подаче заявления через госуслуги эти молодые люди видели бы сертификат, знали, куда пойти и как им воспользоваться. Но это, я думаю, что мы это сделаем. Сейчас, да, мы реально просто ходим в чашу, в ЗАГС. Там есть такой день молодой семьи. И там то есть не на саму церемонию? Нет, на саму церемонию мы все-таки так не внедряемся. Потому что понятно, что там, даже если мы об этом будем говорить, они совершенно ничего не воспримут просто эту информацию. Вот. А на этом День молодой семьи? Да, это происходит церемония бракосочетания, где-то за неделю, за полторы. Там мы рассказываем, и вообще с удовольствием люди слушают, и там мы раздаем этот сертификат. Сертификат бесплатный, еще раз, да, мы об этом говорим? Сертификат бесплатный. То есть на сегодняшний день это можно сделать только в нашей клинике и в клинике в Челнах. Но проект будет расширяться, и на следующий год это будет еще, скорее всего, Альметьевск. Вот. Пока мы это делаем как проект. Мы хотим понять, где какие-то вот такие болевые точки, которые, или слабые какие-то звенья, почему, как заинтересовать, как прийти. На самом деле все, кто приходит, они в восторге от того, что, во-первых, они приходят в клинику, и там нет очередей, и они все это получают в комфортных условиях.
Вот. Ну и просто сам факт того, что у них есть возможность обследоваться, это, конечно, тоже здорово. Потому что сейчас все-таки молодежь, она задумывается над своим здоровьем. Ну вот хотелось бы, чтобы они думали и про репродуктивное здоровье. Потому что, знаете, у нас ведь как получается? Вот женщина забеременела, да, вернее как, все мечтают зародить здорового ребенка, и чтобы беременность протекала легко, и все было бы замечательно. Но понять, что для этого что-то нужно сделать, вот как бы это пока нет такой культуры. Вообще мы говорим делается уже потом, когда беременность присутствует. Да, и когда беременность наступила, и появляются какие-то проблемы, и все хватаются за голову. А уж если она прервалась, вот тут все идут к врачу выяснять, почему прервалась беременность. А ведь можно было это сделать заранее и не доводить это до того, чтобы это была, например, не развивающаяся беременность. Вообще мы проект «Сертификат молодоженов», то есть это, я не знаю, какой-то слоган, это может быть, или как, мы для себя его определяем как культура планирования беременности. Все-таки основное это нам хотелось бы, чтобы была культура планирования беременности. Это профилактика. И вот я молодоженам на вот этих вот наших встречах говорю о том, что мне очень нравится сравнение, что это эффект бабочки. Нужно очень маленькое усилие приложить, вот прийти и сделать очень, вот чуть-чуть, но заранее. И тогда беременность, она будет протекать уже совершенно в других условиях. Чаще всего, кстати, все-таки, вот и в прошлый раз мы говорили, инфекции. Причем инфекции скрытые, которые не проявляются никаким образом клинически. Да, да. Но тем не менее они будут обязательно влиять на то, что, как будет протекать беременность. Но многие, наверное, только все-таки переживают. Я думаю, есть переживания у пар, что вот поженились, счастливый период. Тут обратятся к врачу и выяснится, да, что вот у человека скрыта инфекция, потому что, возможно, это была ранее половая жизнь и несколько партнеров. У мужчины вдруг проблемы, которые, возможно, приведут к бесплодию. Вообще не чревато ли после церемонии, получив сертификат, после церемонии бракосочетания перейти к церемонии развода? Может быть, прямолинейно, но мы на самом деле как-то так не думали, вот прям, что это может привести. Я думаю, что нет, потому что, ну, работая с бесплодными парами, я вижу, что когда они первично приходят, например, и вдруг выясняется, что это причина в мужчине, то еще я ни разу не видела, чтобы женщина сказала: все, я ухожу, от тебя не будет детей. Скорее наоборот, скорее это в какой-то степени сплачивает пару. И ну, мне кажется, что здесь нет. Вот еще знаете, что хорошо? Вот я знаю, что в некоторых регионах этот сертификат молодоженов работает только для женщины. Мы прямо настаивали на том, чтобы это было еще мужчина, что был мужчина, потому что уже вот здесь начинается такая совместная работа. То есть у нас ведь всегда как, да, то есть все на плечах женщины. Вот она беременеет, вот она. А здесь, сейчас, конечно, чуть меняется, потому что даже от того, что мужчины приходят на роды, да, то есть они как-то немножко стали более вовлеченными в этот процесс. Так вот очень хотелось бы, чтобы они были вовлечены с самого начала. То есть вот эта ответственность двоих за то, что будет, каким будет зачат ребенок, потому что это зависит не только от женщины. И здесь вот мы как раз для нас вот этот сертификат, то, что он имеет и женскую, и мужскую часть, очень важно именно в том, что даже если мы говорим о контрацепции, потому что контрацепция это всегда тоже была как бы ответственность женщины, да, а реально, в общем-то, здесь мужчина тоже должен участвовать и понимать, и как бы не, условно говоря, подставлять свою женщину, чтобы наступила нежелательная беременность, которая закончится абортом. Что это ответственность пары, конечно, ответственность да, двоих. Да. Кем считаются сегодня молодожены для того, чтобы прийти и бесплатно получить обследование? Очень это интересно. молодежи, кому 20, попадают ли туда 40-летние, потому что мы знаем, что молодоженов в Татарстане много и очень возрастных, и при этом и достаточно позднее материнство у нас тоже присутствует. Очень интересный вопрос, я его задавала в ЗАГСе. Я сказала: объясните мне, пожалуйста, есть ли какое-то определение молодоженов? Оказывается, его нет. Как сказали, несколько дней после свадьбы. Так, то есть, по идее, даже в 40-45 лет поженившиеся люди? По идее, да. По идее, да. На самом деле, вы знаете, по большому счету, нам не важно, он называется сертификат молодоженов, но мы будем очень рады, если придут люди, которые планируют, может быть, не первую беременность. И у нас были такие, мы сказали: приходите, мы все равно вас посмотрим. Я думаю, что в будущем, на самом деле, это вообще будет как бы нормально. Да? То есть, да, норма. Вместе с кольцами сертификат. Да, и даже не с кольцами, даже если уже пара живет, и у них даже есть ребенок, планировать беременность нужно всегда.
Потому что о планировании беременности у нас многие знают, это спрашивают, что пили, фолиевая кислота, все. Как бы, но на самом деле это все не настолько так узко, там очень много всяких разных, и в том числе и препаратов, которые нужно пить. Например, это бич для нас, это анемия у беременных, которая потом во время беременности мы пытаемся ее лечить. Даже, да? И что такое анемия у беременных? Это гипоксия плода. И все. И вот нехватка кислорода. И эта цепочка, она начинает раскручиваться. И, конечно, что нужно сделать? Нужно до беременности провериться и начать пить препараты железа до беременности, чтобы женщина в беременность входила уже с нормальным гемоглобином, с нормальным ферритином. Вот об этом как бы мало кто знает, поэтому я говорю, что нужно прийти к врачу, и врач составит как бы план, что нужно посмотреть, что нужно. У нас пришла одна пациентка с сахарным диабетом. То есть вот сахарный диабет, она на инсулине, и она даже не знала, что ей нужно будет сейчас пойти сначала к эндокринологу, нормализовать свои сахара, и только потом думать о том, что беременеть. Очень много сейчас, например, к сожалению, ожирения. Это вообще бич, как бы, нашей... То есть мы тоже теперь с этим сталкиваемся, да? Да, у нас, например, сейчас в противопоказания к процедуре ЭКО, скорее всего, будет включено морбидное ожирение, то есть пока мы не сможем, женщина не сможет сбросить вес, мы ее в программу ЭКО, скорее всего, не будем брать. Сейчас эти ограничения пока не действуют? Пока не действуют, но вообще-то, оно не прописано в приказе, но мы всегда как бы этим занимаемся. Поэтому и то же самое при беременности, потому что ожирение, даже если оно только избыточный вес или ожирение первой степени, оно, скорее всего, приведет к гестационному диабету. Его, кстати, стало очень много в последнее время. А в принципе, что из болезней? То есть вот мы говорили по щитовидке и так далее. Все, что связано, в принципе, со здоровьем и с инфекцией. Ранняя сексуальная жизнь, какие причины вот бесплодия самих пар? То есть понятно, что у женщины есть свои проблемы и так далее. В чем причины самые частые? Самые частые причины – это, я не могу даже сказать, что это инфекции, хотя инфекции присутствуют, да, и мы их лечим, но инфекции – это вообще такой вопрос порой дискутабельный, нужно лечить, не нужно лечить. Достаточно много нарушений, связанных с эндокринных нарушений, то есть связанных с циклической функцией у женщины, которая может быть врожденная, которая может быть приобретенная в связи, опять-таки, с какими-то неправильным образом жизни в детстве, например, да, то есть в детстве ожирение, потом вроде бы оно как бы и не ожирение, а в то же время оно начинает сказываться. Какие-то заболевания почек, которые были возможны в детстве, которые, скорее всего, стойкая ремиссия, но во время беременности это опять-таки может проявиться. Поэтому ведь когда вот женщина забеременеет, сразу начинаются она проходит всех специалистов, да, стоматолога, терапевта, окулиста. То есть мы начинаем, и там выявляются разные причины. То есть я все-таки пока все равно говорю о беременных. А что касается бесплодия, трубного бесплодия сейчас стало не так много. Трубное бесплодие раньше для нас был бич, потому что было много абортов. Как правило, следствием аборта было трубное бесплодие. Сейчас не так много, хотя есть спаечный процесс, который как раз провоцирует. Спаечный процесс, он может приводить к бесплодию, но при этом он может быть вызван как раз вот этими скрытыми инфекциями, в первую очередь хламидиозом. Тоже как бы есть такой момент. Но сейчас одна из таких задач, все равно даже того сертификата молодожена, не допустить того самого первого аборта, да, который может фактически повлиять да. Вот как изменилось, на что влияет аборт, то есть за все это время. Когда-то раньше говорили, вот детей не будет, да, сделаешь аборт, останешься бесплодной. К чему может привести аборт для молодой девушки, только что вышедшей замуж? Ну, смотрите, во-первых, очень разные. Я даже не буду говорить сейчас о психологических каких-то моментах, хотя они тоже есть, и которым, может быть, даже женщина не отдает себе отчет порой. Вот. Аборт это все-таки, даже если он проходит совершенно спокойно, то есть как бы ни температуры, ни кровотечения нет, вот представьте себе, организм настраивается на беременность, да, то есть меняется эндокринная система, все системы, в первую очередь эндокринная, они все начинают работать на эту беременность. И она прерывается, и это своего рода удар по эндокринной системе. То есть это может привести как раз к нарушениям эндокринной системы с точки зрения овуляции.
Это может привести к каким-то изменениям в метаболизме женщины, может начаться то же самое вот ожирение, как бы, да. То есть аборт все равно это не только вот видимые причины, да, то есть всегда женщина спрашивает, аборт прошел бесследно, все было хорошо. Есть осложнения здесь и сейчас, и есть осложнения отдаленные, и они, как правило, связаны все-таки с эндокринной системой. То есть аборт все-таки, мы приходим к тому, что аборт это исключительно медицинские показания, да, но наша задача сейчас главное избежать, в принципе, желательно не запланированной беременности. Да, вы знаете, я вот всегда, когда еще у нас была служба планирования семьи, мы всегда говорили о том, что вот у нас сейчас, наверное, уже нельзя говорить, что это абортная культура, но еще там в 90-е, в нулевые это все-таки была абортная культура. То есть мы женщины свою вот эту репродуктивную функцию регулировали как раз абортом. Наступила нежелательная беременность, прервали, наступила желательно, рожаем. И я всегда говорила о том, что нужно сместить выбор у женщины, оставить эту беременность или не оставить, рожать или не рожать. То есть беременность уже наступает. Всегда говорила о том, что у женщины должен быть выбор, беременеть или не беременеть. И как раз вот здесь вот мы как раз говорим о планировании, там, о осознанном планировании семьи. То есть если вы сейчас, в ближайший там год-два, не собираетесь рожать, не собираетесь к тому, чтобы у вас появился в семье ребенок, не готовы, то тогда нужно эффективная контрацепция должна быть. Сейчас очень много сторонников вот этого снижения числа абортов. Для них слово контрацепция это вообще запрещено. То есть, как бы, но я не устану повторять, что единственной альтернативой аборту является контрацепция. Мы не запретим женщинам, мужчинам жить сексуальной половой жизнью. То есть они все равно будут это делать. И тогда, если они это делают, и у нас уже общество и вообще человек развился таким образом, что у нас эта функция, она отделена от деторождения. То есть она, безусловно, связана с точки зрения, когда это нужно, но вообще-то она происходит не с целью, не всегда с целью зачать ребенка, как это было, может быть, в древние времена. Тогда поэтому надо так, чтобы была реальная контрацепция, чтобы эта незапланированная вот эта беременность, она не наступила просто. Возможно, рассматривался такой вариант, что сертификат не молодоженов, да, а вот до ЗАГСа действительно люди принимают решение там, о свадьбе, ну, наверное, как минимум за год, наверное, да, чтобы заключить уже такой торжественный союз. Может быть, все-таки нужно заранее, до ЗАГСа, понимать, готов ли ты связать с этим человеком жизнь, какие, в принципе, при его заболеваниях могут быть сопутствующие проблемы, если мужчина бесплоден и окончательно. Вы знаете, мне кажется, это будет какое-то вмешательство, во-первых, в их отношения. Я думаю, что мы начнем с сертификата молодоженам, если как раз мы привьем культуру вообще обследования, культуру профилактики и культуру обследования своего репродуктивного здоровья с тем, чтобы понять, на что ты способен, какие у тебя возможности. Наверное, мы к этому придем. Но я думаю, что не будет целью у молодых людей, пойдем обследуемся, тогда мы решим, подавать заявление в ЗАГС или нет. Мне кажется, все-таки заявление в ЗАГС несут тогда, когда есть чувство. То есть здоровье вкупе с любовью. Конечно. Они отдельно, конечно, да? И не в приоритетах. Да, да. Каким образом все-таки получить сертификат? Если сейчас люди не знали, да, молодожены, куда им нужно идти и что просить? Они могут обратиться к нам в клинику, позвонить и сказать кодовое слово «сертификат молодоженов». И все? Да. То есть дальше мы сертификат используем в течение года. Можно ли рассчитывать на определенную психологическую поддержку, если выявляются... Конечно, конечно. Это входит в услуги сертификата? Ну, стоимость сертификата? Вы знаете, любой врач, как бы, особенно уролог, мы же, понимаете, как, вот смотрите, что как бы, ну, опасно, да, то есть вот они столкнулись с этой проблемой, не знают, что дальше делать. Мы же как раз рассчитываем на то, что если у них возникнет проблема, мы готовы помочь ее решить. И это будет и психологическая помощь, и если мы действительно столкнемся с какой-то проблемой, с которой, там, где нужна помощь репродуктолога, значит, мы пойдем к репродуктологу. Это не значит, что вы обследовались, все, ушли. У нас в описании этого сертификата мы всегда говорим, что второй прием, а у нас два приема. Первый прием, он это
как бы знакомство, обследование. Второй прием, он заключительный, на котором будут даны рекомендации. И как раз вот эти рекомендации, они помогут выйти из любой ситуации, даже там, где кажется, что все пропало и как бы крах этой семьи. Нет, конечно. Если коротко, почему нельзя откладывать рождение детей на более поздний период? Для молодых пар 25 лет. Очень больная для меня тема. Почему нельзя? Почему нельзя? Сразу? Почему нельзя? Потому что наши биологические часы, они тикают. И пик, вот то, что мы называем овариальный резерв, он приходится на 25-27 лет. Это тот возраст, когда женщина должна рожать, это природой так заложено. Вот она должна рожать в этом возрасте. И она должна свою репродуктивную функцию до 35 лет завершить, потому что после 35 лет возникают различные проблемы. Хорошо, Ферай Маратовна, большое спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что многие узнали о сертификате молодоженов и воспользуются им. Это была программа «Семьи плюс». До свидания.